Основные результаты деятельности Министерства образования и науки Кыргызской Республики за 2021 год и по итогам 5 месяцев 2022 года. Охват всеми видами и формами дошкольного образования достиг 48%. Это порядка 200 тысяч детей в возрасте 3-6 лет, включая типовые и вариативные детские сады, а также предшкольную подготовку. К 2021-2022 учебному году количество детских садов составило 1710. Это на 62 детских сада больше, чем в 2020-2021 учебном году. В 45 детских садах начато внедрение руководства многоязычия в детском саду. Начат проект «Образование для будущего», согласно которому в регионах будет создано 500 детских садов кратковременного пребывания. Проект финансируется на средства Всемирного банка. На базе библиотек открыто 50 центров раннего развития для работы с детьми и родителями. Количество школ в стране составляет 2335 с охватом 1 миллион 407 тысяч детей, что на 39 школ больше, чем в 2020 году. В 2020-2021 учебном году 544 выпускника школ, являющихся победителями Республиканской олимпиады, получили право на зачисление в вузы на специальности и направления естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, медицинского, сельскохозяйственного и технического профилей. На базе 460 государственных школ при поддержке доноров начат проект по внедрению корректирующей программы для учеников школ на сумму $2 миллиона 715 тысяч США. Порядка 100 школ страны расширяют свою работу в программе многоязычного образования. 2244 ребенка с ограниченными возможностями здоровья охвачено надобным обучением. Осуществлена апробация в 20 пилотных школах республики положения об организации сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации. В 2020-2021 годах на международных олимпиадах учащиеся Кыргызстана завоевали 3 золотых, 19 серебряных, 55 бронзовых медалей. Проводится работа по созданию образовательной платформы «Электронная школа», которая позволит гражданам с ограниченными возможностями, детям мигрантов и другим целевым группам получать школьное образование и соответствующие документы государственного образца, не выходя из дома. Дополняется база цифровых учебных материалов для начальной и средней школы по основным предметам. Для наиболее полного обеспечения учебниками на платформе «Электронная библиотека» kitep.edu.gov.kg регулярно размещаются оцифрованные версии учебников в открытом доступе. На первое полугодие 2022 года размещено 1536 книг. Закуплено ИКТ и мультимедийное оборудование, системы видеонаблюдения, лабораторное оборудование, системы пожарной безопасности и учебная мебель для оснащения 10 пилотных школ будущего. В 2021-2022 учебном году для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики протиражировано и доставлено 329 300 экземпляров учебников. Для повышения качества образования во всех областных центрах открываются инновационные инженерно-технические образовательные центры для детей, которые оснащаются современным оборудованием и будут обеспечены необходимыми инженерно-педагогическими кадрами. В 11 вузах страны запущена деятельность бизнес-инкубаторов. Реализован научно-образовательный проект популяризации интеллектуально-производственной деятельности среди студентов School of Practical Science. Портал «Абитуриент онлайн» подготовлен к онлайн-зачислению абитуриентов в вузы и СПУЗы на 2022-2023 учебный год. Разработана автоматизированная информационная система для приема и зачисления иностранных граждан в вузы Кыргызстана. По состоянию на 2021-2022 учебный год количество иностранных граждан в вузах страны составляет более 70 тысяч человек. По итогам 2021 года достигнута договоренность об увеличении количества мест для студентов из Кыргызской Республики в вузах России с 375 до 500 мест, в вузах Венгрии со 150 до 200 мест, в вузах Казахстана с 5 до 50 мест,
В 2021 году профинансировано 219 научных проектов на сумму 158 миллионов сом из средств республиканского бюджета. Из них 30 проектов по гуманитарным наукам, 24 по естественным наукам, 56 по медицинским наукам, 66 по сельскохозяйственным культурам, 43 по техническим наукам. Указом президента Садыра Джапарова об учреждении международной стипендии президента Кыргызской республики Эль-Үмүтү начинается реализация программы, которая позволит гражданам нашей страны обучаться в зарубежных вузах. Данные вузы представлены в топ-100 мировых рейтингов высших учебных заведений US World University Rankings, Times Higher Education. Сумма стипендии составит до $50 тысяч США. На уровне воспитательной работы создана школа для родителей через внедрение программы «Атенелер Мектеби» в пилотные 274 дошкольные образовательные и 522 общеобразовательные организации Кыргызской республики. Реализован спортивный проект «Школьная лига», в рамках которого создано 1778 команд по 3 видам спорта, в том числе 554 футбольных, 960 волейбольных и 264 баскетбольных. Команде, занявшей первое место, был вручен сертификат на 500 тысяч сомов. Постановлением Кабинета министров утверждены размеры ставок педагогических работников и окладов других категорий работников организации системы образования страны. Работникам организации системы образования Кыргызской республики повышена заработная плата на 80%. Учителям естественно-математических предметов – информатика, математика, физика, химия, биология – коэффициенты кратности к ставкам повышаются на 20%. Устанавливаются доплаты учителям за подготовку победителей и призеров республиканской и международных олимпиад по предметам. Осуществлено восстановление присвоения категории педагогическим работникам и соответствующее повышение размеров доплат за квалификационную категорию.